Единственный в Абхазии молочный завод, закрывшийся в 2013 году, вновь заработает к началу лета. Сейчас на заводе находятся приглашенные технологи. Наши граждане снова смогут покупать местную молочную продукцию. Кроме того, с запуском предприятия появятся и рабочие места. На первом этапе это 15 рабочих мест, дополнительно 12 уже к концу года. В совокупности до 30 рабочих мест с хорошей заработной платой. Мы изначально подошли к этому таким образом. Премьер-министр нас поддержал в этом, что заработная плата здесь достаточно высокая на уровне рынка. То есть вот, это порядка средняя заработная плата 25-30 тысяч рублей. То есть это вот какая по тем компетенциям, которые здесь есть на рынке, сегодня на рынке труда, именно такая заработная плата, с учетом того, что возможны и премиальные выплаты и так далее. Именно такой подход, на наш взгляд, даст уже и качественный результат, потому что сотрудники должны быть промотивированы. Предприятие, которому больше полувека, капитально отремонтировано в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию республики еще в 2012 году. На ремонт и оснащение современным оборудованием было потрачено 120 миллионов рублей. Однако завод проработал всего 10 месяцев и закрылся, поскольку при его строительстве и ремонте были допущены ошибки технологического характера. В запуске молзавода помогают иностранные специалисты, которые разработали технологический план переоснащения и реанимации этого предприятия. Оно остается государственным. На первом этапе планируем выпускать на этом заводе 4 вида продукции: кефир, сметана, йогурт и ахарджа. То есть это наш национальный тоже продукт. На втором этапе уже в середине лета планируем уже мороженое. А первый этап уже мы планируем во второй декаде июня. Я думаю, что если все пойдет по плану, продукция уже окажется на полках. Премьер-министр Абхазии Беслан Убарцыц показали, как сейчас работает оборудование. На следующей неделе уже будет первая партия упаковки доставлена на завод, и уже через 2 недели еще другая партия придет. То есть продукция будет упакована в бумажные пакеты и в пластиковые стаканы, так же, как и остальная продукция представлена на рынке. Упаковка одна из самых лучших, которые есть. То есть на этом мы не экономим. Сырье одно из самых лучших, качество продукции должно быть очень хорошим. И по цене на рынке наша продукция, я думаю, что будет выигрывать в ценовом плане тоже. Молочный завод соответствует всем нормам. Налажена пожарная и вентиляционная системы, а самое главное – лаборатория. В этом цеху у нас происходит изготовление продуктов, кисломолочных продуктов. Вот. Мы можем наблюдать в данный момент начало самого процесса как раз вот с этих резервуаров. Тут у нас происходит восстановление молока, то есть доведение до необходимой жирности и его кондиции. Дальше мы при помощи вот этого приспособления мы его пастеризуем, то есть устраняем все необходимые вредные носители, микроорганизмы и так далее. После чего мы смело можем отправлять на гомогенизацию, то есть однородно у нас не становится. Это позволяет нам дальше использовать заквасочные культуры, и в дальнейшем мы уже смело можем отправлять на фасовку. Именно термостатным способом это большой плюс, потому что продукт получается высокого качества, продукт очень ценится. Я думаю, мы действительно будем конкурентоспособны на рынке. В Абхазии наблюдается острая нехватка специалистов в технической сфере. Но и этот вопрос активно решается руководством. На молочный завод приглашены специалисты, которые будут обучать местных сотрудников. После небольшой инспекции у всех была возможность попробовать молочную продукцию, а именно ахарджа. В лаборатории выпускаем, там же контролируем процесс, используем закваски привезенные, также наши местные. Вот мы приготовили продукт уже несколько дней, дня 4 этим занимаемся, уже много чего протестировали и думаем, это должно нас всех удивить. Приятно сейчас как раз вот попробуем. وبريحة حقيقة زوب من كثير نهيك خجك فيخ جدامو
Технологи не стали раскрывать все секреты, но заверили в том, что качество продукции будет самое высокое. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.